Так, натяжка хорошая. Хорошая натяжка. Походу налим, блин. Налим походу. Да-да-да, налим. Друзья, всем привет! 21 мая на календаре, 23 год. 5 час вечера, и мы опять в нашей родной деревне. Что успел я сделать сегодня? Сегодня воскресенье. По большому счету сделал себе выходной. Вернее, вчера был у меня рабочий день. Вчерашнего вечера и сегодня до обеда, грубо говоря, отдыхал в деревне. Ой, в деревне, поселке. В кругу семьи. Утром сегодня продольники не проверял. Днем приехал, копал грядку или собирал червей, или совмещал полезное с приятным. В общем, вот еще где-то метр, там вот за полем, вот за кустом смородины, около метра еще прокопал. Итого уже метра 4, наверное, грядки перекопано. Червей на проверочку собрал. Что с нашими тюльпанчиками? Растут, скоро зацветут. За пару дней, что мы не видели вас, заметно подросли. Марья моль растет, купальница. Скоро здесь будет все красиво. Травка у нас тоже зеленеет. Солнышко блестит. Жизнь прекрасна в деревне, вообще шикарно. Правда, ничего не делается пока по сельскому хозяйству. Всегда находятся причины. То работа, то рыбалка, то еще что-нибудь. Ну, основная, конечно, причина то, что моя семья проживает в поселке. А одному здесь что-то у меня все не с руки, все не получается. Что у нас с черемухой? Вот она красавица. Скоро зацветет. Тут-то еще ладно. А вот там, ладно, не буду уже возвращаться. С южной стороны на шифере уже вот-вот, не сегодня, завтра. Сегодня нет, но завтра, послезавтра зацветут, наверное, точно. Скоро здесь будет просто обалденная красота. Расцветет черемуха. И, как говорят, если цветет черемуха, можно сажать картошку. Но у нас еще картошка не проросла. Ну, не знаю, морковку, семена я сегодня 2 пачки привез. Скорее всего, если завтра все будет нормально, посажу я завтра морковку. Это точно. Ну, а пока у нас в планах минимум проверка продольников. Получается, вчера проверили днем, вечер не проверили, утро не проверили. Проверим, попробуем поставить ловушки на малька. Ну и потом уже, возможно, ничего не говорю, ничего не думаю, но возможно, если будет погода, если все будет нормально, если буду успевать, сделаем повторную проверочку перед темнотой, чтобы завтра к утру были свежие черви уже, чтобы ожидать хорошего улова. Ну все, погнали. На нашей родной Печоре движуха полный рост. Проехали знакомые ребята с Тюмушбора. Коля Кузнецов, там Санчик был. Махнули. В общем, что мы видим по реке? А по реке мы видим, что вода поднялась практически до того уровня. Чуть-чуть осталось, вот буквально, вот еще чуть-чуть, вот здесь вот. И будет тот уровень, до которого поднималась первая вода. Вторая вода медленно, но уверенно набирает свои позиции. А это значит, не сегодня-завтра нам надо будет или переставлять, или поднимать наши продольники, чего очень бы не хотелось сделать. Больше всего не люблю подъемы. О, поехали обратно, вот они.
Тут у мужика мотор сломался, вот. Ребята решили помочь им. В общем, не будем думать о плохом. Пойдем да посмотрим, что и как там с нашими продольниками. Время покажет. Погнали. Погода у нас уже, не знаю, грубо говоря, дней 5-6 уже летняя погода стоит. Вчера было немножко ветрено, прохладно, сегодня опять благодать. Забыл включить. Ну да, забыл включить съемку. В общем, проверили первый продольник. И он не пустой. Вот такой вот язык. Так вот. Уже хорошо. Продольники стояли больше суток непроверенными. Вода прибывает. Весь продольник был запутан, но он был не пустой. Начало есть, как говорится. Так, тоже в кустах. Тоже в кустах продольник. Тоже была рыба и завела в кусты. Блин, это или есть, или налим. Блин, а продольник здесь у нас жидковатый. Опа. Опа, еще и рыба осталась. Вот так вот. Вот кто завел в кусты у нас продольник. Красавец Ясь. Ясь, красавец. Вот Янскадан. Так, что у нас здесь еще? Все. Ёршик. Ёрш Иваныч. Все. Ну, отцепили, не порвали, и то хорошо. Опять забыл взять продольник вместо того порванного. Ну ладно. Что теперь? Голова два уха. Вечером, если что, поставим. Такс. Веревки практически вертикально стоят. Запаса вообще нет. Еще полметра и сделают буль-буль. Но в то же время течение нормальное, не сильное. Как бы самое такое хорошее. Так, ну что здесь осталось, что нет? Здесь ни хрена. Такс. Вот сюда точно надо бутылку добавить. Опа, опа, опа. Ну вот это не есть хорошо. Опять все в кустах. Рояль в кустах, блин. Опять были язычки. И вон во что превратили. Что, кто-то еще есть, что ли? Нет. Все пусто. Что и требовалось доказать. На сутки продольники оставлять нельзя. Вон, кто-то был, кто-то все запутал и сказал, как-нибудь в другой раз.
Ну, здесь кто-то дергает, окушок, наверное. А он самый. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее из тысячи. Вот такой окушок. Окунь, окунь, окусок. Не густо. Тоже один окушок. И все. Язь долго ждать не любит. Язю нужно проверки чем чаще, тем лучше. Минимум 3 раза в день, но никак не раз в сутки. Так. Не забыли, сразу вторую бутылочку повешу на всякий случай. Случаи бывают разные. Тоже все накручено тут. Кто-то хулиганил. Кто-то хулиганил. О, хорошо похулиганили. Хорошо похулиганили. Наверное, налим был. Ну чё? Ты мне еще попадешься. Ты мне, Налим, еще попадешься. Ах, несется. По Печоре да по реке пароход несется. Так. Да ладно. Окушок, что ли? Что-то небольшой есть. Ну да. Полосатый бичара. Да их тут не один, тут их двое. Окунь-то мелкий какой-то, блин. Это разве окунь? Раз. И два. О, альбинос. Окунь белый, башка черная. Интересно, девки пляшут. Да. Василий со Славиком не зря продольники подняли. Видать, не ловится. Ладно, посмотрим. Сейчас часик-два подождем, вечерком проверим еще. И они покажут, есть тут рыба и нету, ловится, не ловится. Все будет видно. Раз, два, три, 4, 5 полосатиков уже. И всего 2 язя.
Не густо. Ну и не пусто, скажем так. О, да ладно. Язычек, что ли? Что-то идет. Дадим ему шанс, которым он не воспользуется. Уже не воспользуется. Вот такой вот подъязок. Третий. И у нас остался один продольник. Опачки. Последний продольник. Крайний. Самого края. Самого нижнего края. Ну, посмотрим, что здесь осталось. Я не говорю, что рыба не ловится. Рыба везде была. Рыба просто посрывалась, поуходила. Опа. А здесь она пока есть. Раз. Опа-опа. Там что-то крупное. Так. Похоже на налима, что ли. Два язя. Два язя. Три язя. Что-то еще есть. 4 язя. Ну вот и последний продольник. Вот и удружил. 4 язя. Дождались меня, мои хорошие. Дождались. Когда долго ждали. Целые сутки ждали. Вот. 4 язя. 3 язя на всех продольниках. И 4 на одном последнем. Красавцы. Красавчики. Вот так вот, друзья. Вроде бы и уже не было никакой надежды, потому что больше суток прошло с момента последней проверки. И как бы... что ли? И как бы видно было, что рыба была. Все крючки были пустые, без червей, запутанные. Но видно было, что рыба срывалась. Потому что язь, он уходит, я уже не разу вам говорил. Чем чаще проверяешь, тем больше поймаешь. И вот на последнем продольнике 4 штуки. Они-то были везде, но поуходили. А тут дождались. В прошлый раз вроде бы тоже 3 штуки. Так что не знаю, что благоприятствует. То ли течение, то ли крючки, то ли то и другое. Но я здесь остался. Все 4 дождались, и это здорово. Так, ну сегодня пока еще не прощаемся. На этом, если заканчивать не будем, ролик будет неполный. Мы сейчас часик-два подождем и сделаем еще одну проверочку, вечернюю проверочку, и посмотрим, ловится ли рыба при подъеме воды. И заодно перед темнотой свеженьких червей будем насаживать, и к утру будет надежда, что что-нибудь да попадется. Да и сейчас, возможно, тоже будет. Что-то будет. Пока еще не все. Пока еще точку не ставим, пока небольшая запятая. Увидимся. Так, друзья, время 10 минут 10. Выехали на вечернюю проверку. Съездили домой, покушали. Посмотрим, что нам даст вечерняя проверка. Заодно
приготовим, насадим свежими червями на утреннюю, чтобы было все чики-пуки. Смотрим. Дневная проверка 7 медей. Посмотрим, добавится, что не добавится. Так, надеюсь, видно. Надежда на налима, потому что налим тоже долго не любит висеть на крючке. А сейчас времени прошло не так тоже много. Часа 2-3, не больше. В общем, самое то. Я так думаю, без улова не останемся. Тут идет. Опа, вот это да. Вот он язь. Сразу же на первом крючке. И все. Дальше пусто. Но уже хорошо. Первый продольник, первый крючок, первый язь. Ветра нет, все стихло, штиль полный. Слышимость просто обалденная. Разговаривают на берегу два мужика. Полголоса, и то я их слышу хорошо. Мы, естественно, тоже кричать не будем. Сейчас, может быть, немножко стемнеет. У меня есть фонарик, если что, под фонариком. На втором тоже вроде бы надежда есть. Что-то или что это? Не понял. Харюсок. Опа. Вот это харюс. Вот такой вот. И там идет язь. На месте. Неплохо. Когда сошел, эти сходят сразу. Вот такой вот язёк. И вот такой вот харюс. Заглотил до крови. Пойдет на малосолку. Все. Наживляем. Отпускаем. Говорим шепотом, потому что вон в деревне очень хорошая слышимость. Здесь вроде бы натяжечка есть. Да-да-да, кто-то дергает. Дергает. Опа, вот он, язь.
Есть язык. Как мы видим, рыба здесь есть, просто за короткий период времени она не успеет срываться. Чем чаще проверяешь, тем больше рыбы можно поймать. Как-то вот так. Опа. Зацеп. Опять об кусты, блин. Опять была рыба. И опять подняла об кусты. Может быть, это налим. Во-во-во, налим, наверное. Или язь крупный, или налим. Язь. На месте. Он хулиган. Вот хулиган. Он какой здоровый язь. Вот такой вот. Завел продольник в кусты. А потом продольники рвутся, блин. Хулиган. Ну теперь он корневище, кусты какие-то завел. Это еще хорошо, что прошло 2-3 часа. До утра бы он так запутал, блин. Ну что теперь? Рыбачить на продольнике, тем более при подъеме воды, это всегда риск потерять продольник. Но кто не рискует, тот не ест налима. Народ не рискует, поднял продольники. Я не знаю. Вот до завтра еще решил пока оставить. Завтра будет видно, если будет дальше вода подниматься в таком же темпе. Пожалуй, тоже, наверное, придется поднять продольники. Так, не знаю, видно. Так, наверное, лучше будет видно, да? Опа. Что-то есть. Что-то дергает. Раз. И второй кушок. Молодец, молодец, хороший, хороший. Хороший. Полезай в кузовок. И второй вот такой вот окушочек. Мелковатый окунь что-то. Стандартный. Ну вот. Как мы видим, ночная проверка потихонечку дает результат. Ведро начало наполняться. А то было-то на донышке всего. Ну, порядок.
включал фонарик, блин. Вместо камеры, блин. Так, натяжка хорошая. Хорошая натяжка. Походу налим, блин. Налим, походу. Да-да-да, налим. Бляха. Зацеп. Налим тосочки. У нас зацеп в кусты. Налим небольшой, килограмма на 2, наверное. 1,5. Там еще есть. Там еще язёк. Не язёк, а язь. Так, как делать-то? Как правильнее бы сделать? Отцепить этого налимчика. Блин, одной рукой неудобно. Собака серая. Так, ладно. И я сюда. И налим сюда. Все на месте. Все на месте. Вот Янцкадан. Так. Ай, блин, леской. Что там еще что-то есть? Окушок еще. Еще и окушок есть. Блин, порезал леской руку, что ли. Вот еще окушок. В общем, один налимчик. Ну, этот самый маленький. В прошлый раз, когда я говорил полторашечка, был 2 килограмма. Это точно полторашка, наверное. Самый мелкий. Пока в этом сезоне. Так вот. И закроем крышечкой. Иначе убежит. Вот так вот, Янцкадан. Поймали мы все-таки нашего ночного налима. Значит, все не зря. Все, что не делается, все не зря. Янцкадан. Наверное, лучше видно. Опять в кустах. Опять кто-то в кусты затащил. Хариус.
Добротный хорюс. И красавец ясь. И все. Ну, неплохо, неплохо, я сказал. Хоть хорюс начал попадать. Второй. Что-то их вообще не было. Вода начала прибывать, видать, где-то шевельнулся. Отлично. Хорошо, еще фонарик взял. Так бы пришлось домой ехать в темноте, бы я уже червей не смог насадить. С мальками вообще дело намного быстрее, чем с червями. Насадил, да и все. С этими долго приходится ошкаться. За 3 часа уже ерши обсосали. И сюда уже никто не попадет. А сейчас мы вот свеженьких червей наживем. Так, меня хоть видно? Нет вообще? Вот так, наверное, лучше будет видно. Свеженьких червей сейчас наживем. О, ну кто вот сюда бы попал? Никто. Из всей этой компании завтра утром был бы только хорюс. Я бы сошел. Ну, а кто-то попался бы, не попался, не знаю. А так сейчас свежие червячки под утро. Будем ждать хороший улов. Главное проверить пораньше. Будет пораньше встать и проверить. Долго не спать, чтобы не сорвались. Так, ну все. Встречаемся на следующем продольнике. Так, наверное, лучше видно. Что-то небольшой дергает окушок. Ёрш. Вот это ёрш. Нет, окунь. Окушок. И все. И больше никого. Да, мелковатый, конечно, окунь. Ну, ладно. Что есть, то есть. Вот так вот, где-то густо, а где-то не очень. Опачки. О, потеряли меня. Алло. Что-то тебя не видно, не слышно. Ладно. Валентина звонила по видеосвязи. Сейчас пусть посмотрит в прямом эфире проверку продольников. Тут проверять ничего. Тут оборванный продольник. Сейчас мы нацепим новый. Так. Бутылочка короткая. Надо будет добавить. Окушок. Еле слышный окушок. И еще один окушок. Что-то даже ершей нету. Крючки крупные, из-за этого, наверное,
Раньше крючки помельче были. Хоть ерши попадали. Сейчас ершей и тех нет. Но окунь тоже чуть. Некоторые ерш крупнее окуня этого, блин. Ладно, с пивом потянет. Жалко, белого нету. Некому меня встречать, некому провожать. Некого рыбкой свежей угощать. Так и не появился белый. Жалко. Кота. Включите, пожалуйста, свет. Натяжечка есть. Вижу язя. Раз. И там еще язь. Вон идет второй. Сейчас мы сначала с этим разделаемся. Так. Где ты? Так. Блин, скользко еще, надо очень аккуратно. С этой ночной проверкой надо быть очень аккуратным. Так, есть еще пока есть. Так. Пока идет. Есть на родине. На месте. Вот так вот. Два язычка. Два язычка. Два молодца. Одинаковых скворца. Тихо, 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 будь. Тихо, 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 будь. Так. Так. И вот так. Опа. Вот так. Тихо, тихо, тихо. Ага, полведерочка уже есть. Красота. Красота. Так, аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько. Все, дальше все как обычно. Наживляем. Отпускаем. Так. Достали. Включили свет. Похолодало. Пора пошел. Блин. И ближе уже некуда. Там уже кусты. Все. Еще полметра воды. Если поднимется, придется продольники поднимать. Так, натяжка, натяжка. Хорошая натяжка. Опа, опа. Опа, что это? Два язя идет. Так, один здесь. Что, дадим шанс обоим? Раз. Два. Которыми они не воспользовались. Один уже в лодке ушел. Тихо, тихо, тихо будь. Один в лодке сошел. Второй. Вот, в общем, вот такой вот улов на предпоследнем продольнике. Скоро закончим, друзья. Скоро пойдем домой.
Вот с таким уловом уже не стыдно идти домой. А то что там было на донышке ведерочка? Вот это улов как улов, я понимаю. Наши полведра есть. Вот, значит, все не зря. Значит, все не зря. Теперь еще главное утрянку не проспать. Пораньше утром бы проверить. Было бы еще столько же. Посмотрим. Как получится, так получится. Так, крайний продольник. Опа. Все. Самый-самый крайний. Ниже даже у Василия нету, поднял. Под мотором, что ли? Опа, опа. Хороший, хороший. Хороший. На месте там еще что-то есть. Тяжелое. Еще есть. Вот так. Блин, как неудобно одной рукой делать. Так. Так, пока идет. Ага. Раз. И еще там что-то идет. А этому дадим шанс, которым он не воспользовался. Близко было. Близко было. Девочка моя брюхатая. Трезия. Молодец, последний продольник. Всегда то 3, то 4. Этот заглотил. Ага. Вот так вот. Так. Ну что, откроем ненадолго. Посмотрим общий улов. Тудун. Вот это красиво. Куча озей, пару хоризонтов и налимчик. Вот он налим. Где-то полторашка, наверное. Че, вот это уже отличный улов, Энскадан. Так что вот налим. Не зря все, не зря. Сейчас приедем на берег, закинем в садок барабан от стиральной машины. И они живехеньки будут жить у нас до послезавтра. Послезавтра рабочий день. Вечерком поедем домой. Все. На сегодня все, друзья. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Ну и подписываться также на Яндекс.Дзен. Там ролики идут каждый божий день. Все. Всем пока. С веревкой намного удобнее поднимать якорь, чем вот туда идти по скользкому носу лодки.
заметил, блядь. Хорошо, что успел скинуть газ, заметил бревно, так что в ночное время лучше ездить потихоньку. Чуть бы не было. Успел скинуть газ, но вернуться не успел. По краю бревна шандарахнуло. Тем по воде все, вода уже достигла первоначального уровня первой воды. Даже чуть больше. Прет на глазах. Вон. Ну, сейчас, конечно, не видно. Но 3 дня назад, когда мы начинали, вот она бутылочка. Метров, если так брать, от берега до воды, метров 10 уже. А так по высоте прибыло около метра. Все. Теперь точно. Всем пока. Едем домой. Встречаемся завтра здесь же, на этом месте. Всем пока.